Здравствуйте, меня зовут Чикачев Чагыл Олегович. Я работаю директором якутского филиала Якутлесресурс. Занимаемся тушением лесных пожаров, профилактикой. Обслуживаемая территория – это, если условно сказать, от Кангаласского мыса до Табагинского мыса и до границ Хангаласского, Горного и Намского районов. 90 тысяч гектаров где-то примерно. Зимой заготавливаем дрова для населения. Перед Новым годом поставляем елки для населения, новогодние. Сосны, елки. Поставляем с просек электролиний, с участков, где требуются санитарные рубки. В штате числится 12 человек. Пожароопасный сезон нанимаем дополнительно до 15 сезонных работников. Впервые приходят на пожар, потом некоторые сразу пишут заявление об увольнении. Это не мое, так говорят. Некоторые остаются. Есть люди, которые по 7, по 6 лет каждый год приходят к нам летом. Пожар тушим обычно, последние годы за сутки, за двое суток максимум. В прошлом году, например, 25 пожаров на территории Якутска было. И потушили за сутки вручную. И еще технику используем, трактора с ранцевыми опрыскивателями, называется. 20 литров входит, 18 литров. 20 литров хватает примерно, может, на 5 минут, на 10, если экономно расходовать. Потом обратно надо бегать за водой. При низовом пожаре метров 50 можно потушить, но все равно надо будет повторно проходить все это. Несколько раз опрыскивать. Уезжаем, посменно работаем. Днем кто-то отдыхает, кто-то работает, и также ночью. Ночью тушить пожар легче становится, огонь как бы утихает. Один раз, лет 8 назад, очень сильно горели окрестности Якутска. Напротив Тулагина, на горе, там где-то месяц тушили пожар. Непонятно было, откуда появляется. Решили разведать местность. Поехали шестером на стареньком, пожарной машине на старенькой. Заехали на середину пожара и стали подниматься на высокую точку, откуда можно было все посмотреть, там, увидеть. И тут услышали гул такой, направляющийся в нашу сторону, в сторону машины. Обратно поехали машину, стали заводить, не заводится, аккумулятор сел. А огонь на нас шел, и решили отжигаться. Выжгли вокруг машины все, чтобы огонь поверху нас, по нам прошел. Водителю сказал, чтобы он брызгал водой баки, чтобы возгорания не было. Огонь прошел с страшным гулом, как будто два Боинга прошли с двух сторон. Потом начали считать людей, кто там, кто остался. Одного не досчитали. Ищем его, ищем, под машиной ищем. И тут он выходит с автоцистерны, с водой, он залез туда, смекалистый был парень. А так это было, что мы заехали на середину пожара, это было ошибкой. Не надо было так делать, рисковать. Есть два вида пожара, низовые и верховые. Самые опасные, конечно, это верховые. Полностью выгорает вся верхушка деревьев, и огонь очень быстро распространяется, идет по направлению ветра. В большинстве случаев пожар возникает от человеческого фактора. Очень большой урон наносится объектам экономики, населению даже угроза есть. И самое опасное — это угроза жизни еще бывает. Привыкаешь к таким условиям. Но мне нравится моя работа тем, что приносишь людям какую-то пользу и также работаешь с природой, охраняешь природу. Это как бы, если потушишь пожар,
ликвидации объявят, то это как бы победа твоя. Ну, в такие моменты, конечно, чувствую гордость за свою работу, за то, что я делаю. Работой я своей горжусь. Нравится мне работа своя.